прибой. Матч концертивно замыкала Малта, которая предложит честную игру и желала не дать командам. Помню, что в этом году мы предоставим российским. Бригада арбитров. Главный судья. Никита. Осторожно судьи. Мороз Александр. Василий Геннадьевич. Рыбков Дмитрий. Петр Мартин. Филатов Александр. Фотографом, что ли? Конкурент Жень. Ты сказал мало. Когда мячом? Этот малый бежал сам, бежал, и в него попали, ё-моё, он сам искал мяч. Так а что ты в мороженое будешь мяч? Это... Поняла? У тебя задумка другая.
Что, уронил телефон, что ли? Испортил картинку. В трансляцию попали. Прославитесь. Я думал, ты еще не начинал пока. Уже начинаем. Комментировать? Добрый день, дорогие любители футбола. Мы находимся в Гродно на стадионе Сдюшор Неман. Сегодня у нас такая приятная вывеска. Футбольный клуб Неман принимает сегодня Динамо БугУФК. Третья команда принимает команду, которая находится на первой позиции. Ну и давайте, наверное, назовем составы играющих команд. Неман сегодня играет по схеме 4-4-2. В воротах 91 номер Екатерина Ковальчук, 4 защитника, 22-й Каролина Житко, 13 номер Татьяна Кенда, 55 номер Татьяна Логинова, 18 номер Полина Долматова. В опорной зоне 7 номер Татьяна Парташевич и 8 номер Наталья Качан, 33 номер у Зуврат Мусы, 23 у Дарьи Татарин. В нападении у нас 14 номер Джульетта Нана и 11 номер Екатерина Дудко, капитан команды, играющий тренер. Ее можно смело назвать и главным тренером команды Неман. Что касается Динамо БугУФК, то здесь 4-2-3-1, 25 номер у Эстер Ромалепе, Клаудия Вулани, номер 6, Новикова Анастасия, 15 капитан команды, Виктория Казакевич, 20 номер, 4 полузащитника, Анзана Калет, 7 номер, Карина Ольховик, 14, Анастасия Линик, 99 и Сисе у нас под номером 88 играет. 22 номер Анна Пилипенко и 5 Виктория Валюк. Главный тренер Юрий Малеев. Бригада арбитров сегодня выступает в таком составе. Никита Кабак, главный судья матча. Александр Мороз ему помогает вместе с Данилом Бакулиным. Дмитрий Рудько, 4-й инспектор матча Александр Филатов. Сегодня будет, я думаю, очень интересный поединок. Команда Динамо БугУФК в этом сезоне еще ни разу не проигрывала, набрав 36 очков в 12 матчах. А что касается Немана, то здесь команда набрала 28 очков и занимает 3-ю строчку. В принципе, обе команды очень сильны, но при этом Динамо, конечно же, является фаворитом данной встречи. И слегка заснул наш режиссер. Уже спустя пару секунд он
перевел камеру, и стало понятно, что Динамо нарушило правила. Неман в атаке. Динамо приятная серия из побед. И, конечно же, ждем, что эта серия закончится. Передача пошла на Валюк. Ей зацепиться за мяч не удалось. И разворачивается атака у нас через вратаря. Отдала передачу ей Жидкого Каролина. Ну и вратарь Екатерина Ковальчук пыталась выбить немного подальше запланированного и получившегося паса. Но вышло не очень. Правда, мяч спустя некоторое время вернулся к ней назад в руки. И дальний вынос на чужую половину поля. Там, смотрите, как плотно обороняются и встречают своего соперника игроки Динамо БУГФК. Обе команды у нас участвовали в кубке, в одной и второй Кубка страны. Если быть точным, если Динамо выиграла у Зорки БГУ со счетом 7-0 и легко прошли дальше подопечные Юрия Малеева, то вот Неман свой кубковый матч 1-2 проиграл Минску. Причем проиграл со счетом 2-4 по пенальти. Очень, конечно же, неприятное поражение. И надо отметить, что команда Минска доигрывала матч Кубка в меньшинстве, играя в девятером. И все равно Неману выиграть не удалось. Прессинг, машина работает от Динамо. И будет опасная возможность, скорее всего. 25-й номер Ромалепе бежала к мячу, но не догнала его. Возможно, даже специально пропустила. Дала мячу возможность выйти, чтобы команда подала угловой. Будет подавать у нас 99-й номер Анастасия Линик. Ну, правда, не подает она, а разыгрывает с Ромалепе, которая подает штрафную площадь. И немного неуверенно играет Екатерина Ковальчук. Правда, справилась она с мячом в конце концов. 4-я минута матча. Я так думаю, что, естественно, инициатива у нас будет в первую очередь исходить от футболисток в бело-голубой форме, но не от Немана. Ну, конечно же, всем нам хочется, чтобы команда, которая ни разу не оступалась, все-таки сегодня оступилась. Будем надеяться, что будет равная игра. При этом, конечно же, Динамо команда, у которой замечательные легионеры, очень качественные легионеры. И не только. В основном вся команда у них состоит из игроков национальной сборной Республики Беларусь. И, естественно, очень тяжело сражаться с таким подбором футболисток. Но в любом случае, как можно играть в футбол, не рассчитывая на победу? Нужно верить, ждать, и, возможно, что-то получится. Валюк цепляется за мяч, сохраняя его. Продлевает его через центр. И вот уже атака разворачивается. И правым флангом атака идет Динамо. Подача Казакевич. Очень симпатичная защитница. Также, которая является игроком национальной сборной. Подавала, но подача получилась крайне неубедительной. Ковальчук пока тот самый игрок, который встречается с мячом чаще других. И это неудивительно. Сегодня, скорее всего, именно по такому сценарию и именно таким вот образом и будет проходить наш матч. Одна из команд будет владеть мячом и атаковать. Это Динамо БУГФК. А Неман — команда, которая будет стараться не пропустить и, конечно же, проводить свои контратаки. Борьба у нас. И мяч идет центральной защитнице под 6-м номером Клаудии Вулани. Она его, к сожалению, либо к счастью для Немана, теряет. И Неман будет вводить мяч в игру. Из-за боковой. Дальний, очень серьезный ввод. Подбор. А все-таки за Казакевич. Липенко принимает мяч на грудь. Ну и здорово пружина разжимается. Вот. Динамо БУГФК. Ольховик берет игру на себя, простреливает. Все-таки справляется защитница. Казакевич.
плотно пока встречают игроков Немана. Тяжело придется явно. Даже судя по началу матча. Видно, что погода очень хорошая, на трибунах даже есть люди. Это, конечно, не всегда случается в контексте женского футбола. Но сегодня, учитывая какая погода, можно и на футбол сходить. А здесь удары, очень хороший удар получается у Валюк. Виктория здорово принимает мяч и левой ногой, не оставляя шансов вратарю, забивает. Давайте посмотрим повтор. Казакевич вводила мяч в игру. Валюк развернула своего оппонента. Левой ногой приняла мяч и этой же ногой отправила мяч в дальний угол. Безупречное исполнение нападающей, которая в начале сезона не была основной, но затем выиграла конкуренцию, и на данный момент она является основным выбором Юрия Малеева. Тут же вы могли заметить, что команда Динамо ГУФК ринулась в прессинг. Даже так слегка меня напугали. Девочки в бело-голубой форме. 4 игрока с такой скоростью бежали на футболисток Немана. Даже немного ёкнуло сердце. Такое вот неприятное начало для хозяев матча. Возможно, это была установка главного тренера. Сегодня забить максимально быстро, чтобы не мучиться, учитывая погоду. Чуть позже это было бы сделать немного сложнее. И все мы знаем, что намного проще играть в футбол, когда ты уже отличился. Когда уже, как говорят, калиточка открылась. И дальше уже можно играть в удовольствие. Просто контролировать мяч, перекатывать его. Конечно, когда не давлеет результат над тобой, команда действует намного раскрепощенней и показывает совершенно другой футбол. Что касается Динамо, то, конечно, команда готова ко всему. Команда опытная. В ней собраны лучшие футболистки республики. И, конечно, от них ждать осечки или поражения не приходится. Но бывает. Всякое бывает с любой командой. Даже Барселона и Реал Мадрид проигрывают. Здорово. У нас играет Ольховик. Дальше Валюк ошибается. Но так нещадно играют в прессинге футболистки Динамо ГУФК, что мяч снова у них. В центре потеря состоялась. Очередная ошибка от Немана. Пока очень часто грешат. Ошибаются футболистки хозяев поля. И, конечно, наш режиссер сегодня засыпает периодически, что создает проблемы для просмотра матча. Казакевич через нее чаще играет, чем через Ромалепе. И она, видимо, сегодня готова бороздить бровку в течение всего матча. Посмотрим за подачей с углового. Уже у нас 10 минут практически позади. Явно будет розыгрыш. Колец. Дала пас и подача на дальнюю штангу. Но там не смогла встретиться с мячом. Очень высокая футболистка. Вот 88-м номером это у нас Сисе. Надеж. Ну да, конечно, таким ростом это очень серьезное оружие. Также и Клаудия Вулания находится у нас в штрафной площадке. Подавай на кого хочешь, как говорится. И вот уже Неман мог провести контратаку. Есть ощущение, что девчонки как будто были не готовы к этому матчу. Волнуются, очень много ошибаются. И, как правило, даже пару передач друг другу отдать не могут. Мяч потерян из раза в раз. И Екатерина Ковальчук. Снова она с мячом. Через центрального защитника играет. Прессинг. И пас в аут.
снова на ровном месте. Кажется, на 2 метра не так сложно отдать передачу. Ну и здесь нас ждет очередная ошибка. Валюк. Не такая скоростная. Игрок Динамо ГУФК. Но у нее есть другие навыки, которые ей помогают. В первую очередь, конечно же, это такой эталонный рост. А во вторую очередь, это отличная игра корпусом. И, конечно, неплохой удар, причем с 2 ног. При этом она обладает неплохой техникой, которая позволяет ей за счет дриблинга обыгрывать соперниц. Но пока, в общем и целом, ей эти навыки не все могут пригодиться. Но тем более после забитого гола можно также немного расслабиться и дать возможность забить кому-нибудь другому. Смотрите, как красиво играет Валюк. Дает передачу в центр поля. Пилипенко. Удар! Неплохой удар получается у Пилипенко. Перекладина спасает ворота Немана, если, конечно, так можно сказать. Все-таки перекладина и штанга, то есть каркас ворот, не считается попаданием в створ. То есть, по-хорошему, ни перекладина, ни штанга спасти не может ворота. Спасти ворота могут только либо вратарь, либо игроки, находящиеся на поле. Вот такая вот историческая, можно сказать, фраза. Она практически в каждом матче у нас звучит. Диагональный перевод на Карину Ольховик. Она сегодня находится у нас на правой бровке. И, наконец-то, мяч доходит до Натальи Мунтяну. Очень опытной футболистки из сборной Молдавии. И Анастасия Новикова разгоняет атаку. Отличная игра. Карина Ольховик в центре она оказалась. И посмотрите, как здорово играет у нас Пилипенко. Открывается она в район нападения. Периодически у нас команда Динамо перестраивается со схемы 4-2-3-1 на 4-4-2. Почему бы и нет? В принципе, соперницы позволяют им играть, как они захотят. Да и одна из лучших бомбардиров команды Динамо у нас, Анна Пилипенко, привыкла бесконечно часто угрожать воротам соперниц. И если брать бомбардиров, кстати, давайте посмотрим за Казакевич. Казакевич выходит 1 на 1, то удар. А по воротам, но он не получается. Во-первых, и по силе не все получилось, да и по точности беда. Пришла из ниоткуда. Пилипенко, кстати, передачу отдавал в одно касание. С лету очень эффектно получилось это у Анны. Так вот, что касается бомбардиров команды, то лучшим бомбардиром чемпионата на данный момент у нас является Екатерина Дудко. Это игрок и тренер команды Неман. Она, кстати, совершенно незаметна. 19 голов на ее счету. Четвертым бомбардиром из команды также Неман является Нана Джульетта. 17 голов. Также у нас Зуварету Муса 14 голов забила. То есть в десятку входят у нас игроки Немана. Много при этом забивая. Но при этом вы видите, что они никакой угрозы не несут для Динамо. Пилипенко в одно касание. Отличный удар получается у Ромалепе, но не попала она по воротам. А вот у Динамо нет таких голеадоров. В общем, в целом можно констатировать, что Динамо играет полноценный командный футбол. Нет каких-то ярких лидеров. Так, в прошлом сезоне лидером была Сампуре, но она уехала из Беларуси. И после отъезда легионера у нас действительно нет каких-то ярких фигур и таких конкретных акцентов на кого-либо. Ромалепе, как обычно в своем стиле, она часто подключается по левой бровке в центр пас. Так вот, у Динамо лучшим бомбардиром является Карина Ольховик. 14 голов она забила.
У Анастасии Линик 12 мячей и 11 мячей у Анны Пилипенко. То есть они значительно отстают от лучших бомбардиров Неман. Возможно, это связано с тем, что Неман, играя со слабыми соперниками, не останавливается, играя до конца. Очередной пас у нас идет на Ольховик, но та так и не смогла ударить по мячу. 17-я минута матча, и Динамо БГФК у нас ведет в матче против Немана. Хорошее начало за мячанками, но все еще возможно впереди вбрасывание аута. Как я сказал, 2-3 передач не получается сделать. Ховик, удар по воротам. Ну, слишком далеко и слишком высоко. Пошел мяч. Последние матчи у Динамо. Победа над Днепром 5-0, 10-0 над АБФФ и 6-1 по Бручанкам. То есть за последние 3 поединка всего лишь 1 гол пропустили мячанки. А вот что касается Немана, то здесь победа над Динамо Брест 5-0. Гомельская область была обыграна со счетом 12-0, хотя эти команды Динамо и Гомельской области приблизительно одного уровня. Но результат значительно расходится. И Витебск 4-2 тоже с трудом был обыгран. Что немного посложнее по дистанции идут игроки Немана. Ну, конечно, опять же скажу, это неудивительно. Викова. И нижним опорником сегодня у нас выступает Сисе. Через нее начинаются атаки. И в целом она может в опорной зоне справиться и в одиночку. Опасно нападающего Немана. Удалось зацепиться. И можно слегка выдохнуть и постараться что-нибудь сконструировать. На чужой половине хочется, конечно, уже наконец-то посмотреть за опасными эпизодами от хозяев поля, которые играют, как будто они сегодня являются гостевой командой. Неудачный ввод, благо отскок за Неманом. Валюк снова в прессинге работает. Казакевич. Здорово на опережение сыграла у нас 8-й номер Качан. И дальше последовала потеря. Линик назад. Сисе. Здорово пробрасывает одного, второго. И затем уже Перепчук. Входит в центр. Ольховик. Ну, хотел уже всю команду обыграть. Прострел. И Пилипенко сигнализирует нам о том, что мяч уходит от Екатерины Ковальчук. Ну а Карина Ольховик действительно все делала изначально правильно. Уходила в середину поля. И были у нее возможности угрожать воротам соперниц. Но она почему-то решила затем сместиться вправо. И по-хорошему исключила возможность пробить. Подача. Влания Новикова. Выбили игроки Немана. Но подбор, это часто бывает в случае, когда ты играешь против очень сильного соперника за этим самым сильным соперником. Заброс. В одно Пилипенко. Валюк безостановочно у нас нагнетает установку на половине соперниц. Сисе пока играет без потерь. И капитан команды Анастасия Новикова разворачивает через Вулани. Вулани, Сисе. Если бы у нас была возможность сравнить количество передач с соперниц, конечно же, здесь был бы космический перевес в пользу минской команды. Екатерина Ковальчук выбивает мяч. Тут Новикова. Капитан пока действует на своем уровне. Здорово играет защитница. Открывая корпусом. И
единственные шансы дотронуться до мяча Натальи Мунтяну это через пас от партнеров. По команде Валюк зацепилась. Заброс на Ольховик, но Ковальчук была быстрее. Заставляет Пилипенко ошибиться. У крайнего защитника Немана это у нас Дарья Татарин. И без серьезной крови был мяч отобран. Вылание, заброс. Снова Екатерина Ковальчук. Кстати, надо признать, что не так много ударов наносят игроки Динамо БГФК. Да, был забит мяч, затем был неплохой удар Пилипенко, который угодил у нас в перекладину. Но по-хорошему нет какой-то россыпи выстрелов. Хорошая задумка, неплохая передача. Вот если бы немного послабее она пошла, ну тогда, возможно, мы бы говорили о каком-то первом опасном моменте от гродненской команды. Ольховик. Всегда есть 2-3 адресата у крайней полузащитницы, но выбор ее чаще всего через обводку. Пилипенко. Удалось Динамо снова забрать мяч вблизи ворот. Подача Пилипенко. Там Ромалепе. Или же нет, это было Калет. Калет у нас не смогла пробить головой. Вот у нас как раз Екатерина Дудко была с мячом, но все ее потуги заканчиваются ничем. 23 минута матча, всего лишь один гол был забит. Ольховик. Сюсеп. Диагональная передача. Ольховик, центр. И в одно касание Пилипенко бьет, попадает в штангу и читает чат на ютубе. Валерий Карачун, бывший игрок, кстати, Динамо БГФК, пишет, что недовольна она съемкой и предъявляет претензии оператору. Да, действительно, есть небольшие огрехи в съемке, но смотрит нас 116 человек. В онлайне неплохая цифра. Возможно, сейчас большинство людей у нас на дачах находится. Ну, даже с дачи можно сейчас смотреть футбол. Прострел 8 номера. И затем мяч отскакивает Наталье Мунтяну. А атаковала у нас Наталья Качан. По левой бровке она двигалась с неплохой скоростью. Но не получилось создать какой-то серьезной угрозы. Вот и Неман начинает нас потихонечку огрызаться. Пора бы уже показать зубы. Или же клыки. Но Динамо в своем стиле пока полностью контролирует игру, мяч и доминирует в матче против не самого слабого соперника, а я бы сказал даже наоборот, одного из самых сильных соперников чемпионата страны. Сильный то ли удар, то ли попытка отдать передачу в штрафную. Если это была передача, то она была очень странной. Вот, кстати, Екатерина Дудко. Дело в том, что в штрафной площади не было ни одного человека. Так, я думаю, что это был, скорее всего, удар по воротам, который не совсем у нее получился. С другой стороны, уже пора хоть как-то наносить удары. Без ударов, естественно, не будет голов. Пас направо. Козакевич двигает мяч в сторону Новиковой, и той приходится, хотел сказать, выбить мяч на чужую половину, а нет, это был нацеленный пас на Пилипенко. Пилипенко очень активно пока действует, но, наверное, самая яркая игрок первой половины это все-таки Карина Ольховик. Она чаще других берет игру на себя. Да, порой, наверное, она перебарщивает с дриблингом, но за такой игрой смотреть всегда приятно. Калет. Пришло время ей поиграть немного с мячом. Ведь можно смело говорить о том, что правым флангом больше играет команда Динамо.
Чего не скажешь про Немо, но здесь вообще непонятно, кого можно полноценно выделить в составе. Гудко. Старается Гудко, не все получается. Не всегда просто руководить командой, когда ты находишься на футбольном поле, потому что ты толком не понимаешь картинки и взгляда со стороны не хватает, естественно. Да, возможно, можно увидеть какие-то серьезные дыры в обороне и сделать какую-то замену. Но вот так, чтобы перестроиться или видеть картину полноценно, тут, конечно, бывают вопросы. С другой стороны, история показывает, что есть люди, которые готовы подстраиваться под ситуацию и добиваться серьезного результата. И даже в данном случае можно говорить о том, что Неман этот сезон проводит достойно. 3-е место, команда практически не теряет очки. Если брать статистическую картину, то Динамо набрала 36 баллов, а Неман 28. То есть, по-хорошему, 8 очков только команда потеряла с начала сезона. — 28-я минута матча. Динамо всего лишь только на 1 гол наиграла. На 7-й минуте матча забила у нас нападающая Динамо ГУФК Виктория Валюк. Игрок под 5-м номером. Направо следует Новикова. Вуланий возвращает мяч. Не жадничают центральные защитницы, отдавая пас друг другу. Хороший пас на Казакевич. Были уже возможности у нее забить. Удар! Поворотом и над перекладиной. Даже не над перекладиной, над девяточкой мяч просвистел. Карина Ольховик снова заставляет вспоминать про нее. Вот такой у нас блондинистый правый фланг. Если левый фланг у нас состоит из чернокожих футболисток Ромалепи и Калет, то правая бровка у нас за белоснежными красавицами из Ольховик и Казакевич. Валюк валится у нас на газон. И будет опасный штрафной. Посмотрим, кто будет исполнять. Есть, конечно же, кому это сделать. Я думаю, что и Линик, и Пилипенко, ну и даже та самая Карина Ольховик может пробить издалека. С другой стороны, можно всегда вернуться к помощи подачи. Не, пока не видел. Уже завтра будет нормально. Наверное, все-таки будет носить удар Карина Ольховик. Либо розыгрыш. Есть кое-какие задумки, видимо, у Мичанок. Ольховик. Это розыгрыш. И на Пилипенко идет подача. Сброс. И Новикова была готова замыкать эту симпатичную комбинацию. Но все закончилось тем, что мяч ходит на угловой. Очень симпатичный розыгрыш. Явно отработано на тренировке все это дело. И пока к судейской бригаде у нас вопросов нет. Игра очень спокойная, элегантная. Валюк, Новикова. Это был, возможно, удар по воротам. 125 человек сейчас смотрят наш матч в онлайне. И количество зрителей все растет и растет. Думаю, закончим уже по 1000, да? Если брать погоду в Минске, то в Минске у нас проливной дождь, а вот в Гродно у нас сегодня погода шикарная, на мой взгляд. Хотя, возможно, в дождь играть намного приятнее, свежее. Дышать, конечно, намного легче. Ну и время проведения матча, вы можете видеть, да, не самое лучшее. Бывают в 2 и в 3 часа приходится играть девочкам. От Казакевич мяч уходит. Но при этом надо дать должное футболисткам. Они справляются с нагрузками. Пилипенко. На Валюк. Но здорово действует Екатерина Ковальчук.
Неман пока стойко держится против чемпиона страны. Ну и Динамо ГУФК, команда, которая не имеет полноценной истории. Всего лишь второй сезон высшей лиги, и при этом такие вот красивые статистические показатели. Команда просто крушит все на своем пути. Не видит соперников. И при этом в этом сезоне был даже слух, что футбольный клуб Минск будет расформирован, но при этом команда сохранилась. Да, возможно, она не так сильна, как в прошлые годы. И было бы, конечно, куда приятнее, если бы Минск на равных конкурировал с Динамо ГФК, хотя в этом сезоне они по-хорошему и конкурируют с командой. Пускай и проиграли они в этом году матч в чемпионате со счетом 0-3, да и Суперкубок был проигран, но минчанки отстают, точнее, футбольный клуб Минск отстает на 3 балла всего лишь, и так очень четко преследует Динамо ГФК, не давая им оторваться на более серьезную цифру. Ну, 3 очка. Возможно, уже в матче второго круга смогут сравняться по очкам команды Динамо ГФК и Минска. Ну и даже если сравнивать кубковые поединки, то Динамо ГУФ все как будто немного легче дается. Счета, если посмотреть, то там тоже все как-то очевидно. Не так, как у Минска. Все-таки у Минска бывают сложные отрезки. Много сил было потрачено в игре против Немана. И напомню, что в серии пенальти и играя в меньшинстве, выиграли футболистский ФК Минск со счетом 2-4. 33-я минута матча. И после такого шикарного отрезка от Динамо ГФК как-то игра успокоилась. Неман все-таки поспокойнее стал себя ощущать. Стал более надежно играть в обороне. Удается футболисткам противостоять прессингу, да и прессинга стало немного поменьше от Динамо ГФК. Но если будем говорить о быстром голе, то он все-таки состоялся на 7-й минуте матча. И в какой-то степени главная задача была оформлена. И передача на правую бровку от Дудко. Там у нас Муса зацепилась за мяч. И дальше неплохой проход. Правда, такая серьезная плотность у нас в обороне Динамо ГФК. Будет сложно пройти этот лес из бело-голубых футболисток направо. Затем уже Мунтян. Можно позволить себе сыграть через вратаря. Если мы часто говорим про прессинг Динамо ГФК, то вот у Немана этот прессинг отсутствует. Естественно, это чревато тем, что оголят футболистские зоны свободные, и Динамо этим воспользуется. Валюк включает скорость. Ну и центральный защитник Немана тоже не лыком шито. И неплохо она отработала. Это у нас Каролина Житко. Тяжело. Последние минуты Динамо. Валюк. В центре с мячом она встретилась, но прием оказался не очень качественным. Дудко. Красиво играет Джульетта Нана. Сисе. Отличная передача на Валюк. То и удастся явно отогнать мяч. Ромалепе. Ромалепе. Удары. В девятку залетает мяч. 0-2. Динамо ГФК. Валюк все здорово сделала. Открылась и безупречную передачу отдала у нас на Эстер Ромалепе. 25-й номер Динамо ГФК оформляет свой гол. Делает это очень ярко. Еще раз смотрим. Валюк. И
Даже не пришлось принимать мяч. За нее это сделала соперница. Я так понимаю, что от Джульетты Наны отскочил мяч на ногу Ромалепе. И так удобно получилось, что Ромалепе у нас без сопротивления прямой мяч отправила в 9. Начинается. Все с атаки. Немана, точнее, с центра. И там Полина Долматова. Редко она встречается с мячом. И намного чаще ей удается это сделать, когда она разыгрывает мяч в середине поля. Прессинг, кстати, как раз от нее. Долматова решила поднапрячь немного Клаудию Вуланию. Но Вулания особо и не почувствовала нагрузки. Ольховик. Все кричат Карина. Же пас. Линик. Линик. Очень плотно ее опекает Татьяна Барташевич. Вулания. Пилипчук. Подключение. Калет. Подача. И вот уже Карина Ольховик. Явно она хочет забить сегодня мяч. Точно так же, как и ее партнеры по команде. Помню, что Карина лучший бомбардир команды с 14 мячами. Но пока 15-й гол юбилейный забить не выходит. Совсем скоро у нас первый тайм подойдет к своему логическому концу. И можно уже констатировать, что Динамо ГУФК фаворит нашего противостояния. Полностью контролирует игру. И пускай их не так много в последнее время они атаковали, не так много ударов они наносили по воротам, но по-хорошему весь матч проходит на половине Немана. Свисток от Никиты Кабака. Такая звучащая фамилия, связанная с барами, ресторанами. Вулания снова подключает Наталью Мунтяну. Наверное, нелегко приходится Наталье, учитывая, что так редко по ее воротам наносятся удары. Чаще приходится играть ногами, нежели руками. Вулания. Но, конечно же, ждем начала Лиги Чемпионов. И, конечно, уже там соперницы будут совершенно другого уровня. И у Мунтяны точно будут серьезные проблемы. Налево. Даже не пас, просто вынос. Вот, кажется, Каролина Житко. Национально. Пока играет левая защитница Немана. Часто приходится просто ей выбивать. Нет, это была не Житко, это у нас Наталья Качан. Ольховик, это пас. Центр и Сюсе с лету. Получилось так, что даже не в сторону ворот, а в сторону Ольховик. Мяч прилетел. Линик. В центре была у нас Казакевич, но решилась на сольный проход. Полузащитница. Неман хорош в отборе. Дарья Татарин. Тоже интересная фамилия, да? Но это не национальность. Новикова. Ольховик борется. И вот уже Дудко получает мяч и дальний удар. Очень высоко. Такой из американского футбола. Выстрел. Вышел у лучшей нападающий или лучшего бомбардира турнира. 40 минут сыграно. Динамо ГУФК ведет со счетом 0-2. Новикова. Идеальный пас вертикальный. Ольховик. В разрез Казакевич находит. Казакевич. Вальков в центре. Но почему-то всегда на дальнюю следует передача. Не пытаются даже найти ближнюю штангу. А ведь там всегда Валюк готова выстрелить с ближней дистанции.
И каждая попытка вот пробить с этих пасов не приводит к какой-то серьезной опасности. Казакевич теряет мяч, но сразу же его отбирает. Линик и Пилипенко с разворота наносит разящий удар, но надо попадать по воротам. Такая коренастая женщина под 22 номером. Пилипенко, с ней явно тяжело играть в борьбе. Ну и хороший удар, конечно же, у нее. Один из ее выстрелов попал в перекладину. Снова борьба на втором этаже. Более удачливые были футболистки Динамо ГФК. Правда, после сброса мяч уходит за боковую. Но Неман очень редко с мячом встречается. Кроме пары подходов к воротам. Наверное, нечего и вспомнить. Линик находится в подкате после небрежного паса Сисе. Играть ей. И дальше такой вот прессинг от Линик. Не захотелось ей мяч этот терять. Валюк, Ольховик. Удар! Выше ворот. Карина неплохо пока справляется с своими обязанностями, но, если вы не заметили, она часто смещается в центр поля, оставляя свой фланг полностью для Казакевич. Казакевич бороздит всю бровку с первых минут, часто подключаясь. Но Карина пока забить не может. В основном вся угроза исходит, конечно же, от нее. Ромалепи отдавал на Пилипенко. Пилипенко улиточку исполняет. Линик. В разрез на Казакевич. Казакевич прострел. Ну снова, да? Можно же на ближнюю. И Валюк в очередной свой раз. Вновь она открывалась на ближнюю штангу. Но Казакевич почему-то очень сильно дает на дальнюю штангу, где никого не было. Мяч всех перевисел. И отправился в путевку в аут. Или даже нет, за лицевую линию. Оставляет мяч Ковальчук для партнера. Шансы все еще есть, и надежда есть у Немана. Линик. Пришла ее очередь. Подача. Вот это неплохая подача получилась. Валюк была одним из адресатов. Казакевич. Центр. Ольховик забивает гол. Наконец-то удается Ольховик неплохо исполнить. И 15-й гол залетает в сетку ворот соперников в чемпионате. Вот Карины. Ну, конечно же, этот мяч на 14 номера напрашивался. Да, вот он случился после паса Казакевич на 44-й минуте встречи. Безупречное исполнение. Элегантно мяч залетает в ворота, в притирку со штангой. Такое ощущение, что перед матчем в бильярд сыграла Ольховик, потренировалась. И точно в лузу отправила мяч. Поздравили ее партнеры по команде. И дальше уже Татьяна Логинова, одна из опытнейших центральных защитников чемпионата. Линик, ошибка состоялась. Линик направо. Ольховик догоняет мяч. Валюк. Пас на Линик. Заметался мяч. И Пилипенко, получая его в центре штрафной площадки, спокойненько отправляет его в левый нижний угол. Да, вот как будто на тренировке сейчас сыграли футболистки Динамо ГФК. Смотрим еще раз. Линик попадает в защитницу, и затем уже Татьяна Логинова не смогла навязать борьбу Пилипенко, а Пилипенко забивает у нас свой 12-й мяч, догоняя при этом Линик. Кстати, Линик могла бы оторваться немного от Пилипенко, но вот отскок, и она раз наоборот сравнивается. Ну что ж, даже не стал добавлять у нас Никита Кабак ни минуты к первому тайму. В целом, наверное, давайте будем говорить о том, что по делу поступает судья. И у нас будет 15 минут для того, чтобы передохнуть. И совсем скоро мы вернемся в Гродно на стадион Издюшор Неман. Матч, где Неман проигрывает Динамо ГФК со счетом 0-4.
Нет? Ну, серьезно. Не, это не я звук, это там. Вот. Убирает. Пусть перекроет. Потом включит. Нормально поговорить, не зайти надо в эти стулья.
Правильно? Завтра можно позабирать. Обязательно. Особенно в 8 часов. Стало уже столько, что надо приезжать. Ну что ж, мы возвращаемся в Гродно на стадион Сдюшор Неман. И у нас матч 13-го тура чемпионата по женскому футболу, где футбольный клуб Неман принимает Динамо ГУФК и после первого тайма проигрывает со счетом 0-4. Есть у нас замена первая. Я так понимаю, что вместо Карины Ольховик вышла полузащитница. Только, правда, не успел я посмотреть, под каким номером. Но, возможно, я ошибаюсь. Ну, давайте назовем состав играющих команд. Команда Неман сегодня играет по схеме 4-4-2 и 4-2-3-1. 91 номер Екатерина Ковальчук, 22 номер Каролина Житко, 13 номер Татьяна Кенда, 55 номер Татьяна Логинова, 18 Долматова Полина, 23 Дарья Татарин, 7 Татьяна Барташевич, 8 Наталья Качан, 33 Зувырату Муса и 14 номер Джульетта Нана вместе с 11 номером Екатериной Дудко, капитаном команды и по совместительству главным тренером команды Неман. Что касается Динамо ГУФК, то здесь схема 4-2-3-1. 12 номер Наталья Мунтяну, 25 Эстер Ромалепе, один из авторов гола. 6 номер Клаудия Вулания, 15 номер Анастасия Новикова, капитан команды, Виктория Казакевич, 20 номер, Дзана Калет, 7, 14 Карина Ольховик, тоже игрок, которая забила, Анастасия Линик, 99 и Надежда Сисе, 88. Анна Пилипенко, 22 номер, и ей тоже удалось забить под конец первого тайма. И Виктория Полюк, 5 номер, автор первого мяча, опасный момент, и все-таки справляется Екатерина Ковальчук с этим не самым сильным ударом. Но опять же отметим игру Динамо ГУФК, и, видимо, команда не собирается останавливаться и дальше будет продолжать атаковать и забивать. Главный тренер Динамо ГУФК Юрий Малеев, и осталось только назвать бригаду арбитров. Здесь Никита Кабак, главный тренер, судья, помогает им Александр Мороз, Данила Бакулин, второй помощник судьи, Дмитрий Рутенко, четвертый, инспектор Александр Филатов. По тому же сценарию продолжается наш матч. Динамо в атаке, а Неман играет в обороне. Ковальчук в первом тайме неоднократно отдавала возможность выбить мяч на чужую половину с линии вратарской. Но на этот раз вот ей пришлось вести мяч в игру самой, но получилось не очень хорошо. Центр пас. Валюк. Пилипенко в разрез на Ромалепе. Ромалепе часто с коллег менялась местами. Вообще, конечно же, Ромалепе у нас крайне левый защитник, ну а Калет крайне полузащитница. Но ничего не мешало им поменять периодически позицию. Дудко. Такой полупас, полузаброс. Возможно, увидим мы удар по воротам, но нет. Пас следовал у нас на Полину Долматову, которая в одиночестве у нас весь первый тайм пробегала без мяча. Не было у нее даже прецедентов для того, чтобы пробить по воротам.
обострить ситуацию удавалось крайне редко. Все, конечно же, связано с тем, что, во-первых, очень хорошо оборонялись защитницы, да и вообще в целом команда Динамо ГУФК. Ну и, конечно же, просто так часто и много они владели мячом. Именно поэтому и Неман был обезмячен, и было, наверное, только троечку подходов. И то атаки глохли очень-очень быстро. Потеряла мяч Вулания. Быстрый пас у нас последовал на Дудко. Та пыталась пробросить Сисе, но у Сисе слишком длинные ноги, и так бежать ее не получится. Возможно, придется где-то включать хитринку, чтобы обижать высокоскоростную опорницу Динамо. Пас направо и дальше на Валюк. Это то ли Казакевич была, то ли кто-то другой. Да, все-таки Казакевич. Сисе, Валюк, отличная стенка. Не захотел отдавать направо. Чуть позже все-таки Казакевич находит. Валюк. И отлично с мячом действует футболистка Динамо ГУФК. Проброс себе мяча на ход. И подача. Ну, подача. Встречает руки Екатерины Ковальчук. Вратарь Немана сегодня была просто обескуражена, обезглавлена. И, конечно, очень тяжело обороняться, защищаться, когда такое количество моментов создает команда соперников. Это приходилось 4 раза доставать мяч из сетки ворот. В одно касание хотела Долматова сыграть, но слишком хороша Вулания на опережении. Получает мяч уже Калет. Нзана. И как раз я и говорил про то, что вышла у нас на замену игрок по 4-м номерам. И поменяла она как раз Карину Ольховик, которая била в первом тайме и забила всего лишь 1 гол, но все-таки добилась своего. А по 4-м номеру у нас играет Анастасия Шлопакова. Когда в школе учился, у меня был историк по фамилии Шлопаков, что, думаю, будет просто запомнить ее фамилию. Екатерина Ковальчук. Она у нас геройствует в штрафной площадке. Да и, в принципе, не надо было особо геройствовать. Там никого рядом не находилось. Ну а Динамо просто куражится, играя с Неманом. Оказалось, что сегодня, возможно, мы увидим какую-то настоящую борьбу, неплохое противостояние, но противостояние у нас и не получилось посмотреть. Хотя бы посмотрим за избиением младенца, как обычно говорят, когда одна команда превосходит другую. Есть отбор у нас. Илиник с мячом у нас на правой бровке оказалось, но ненадолго. Дальше Дудко. Есть свободная зона, можно продвигать мяч. Но нет адресатов, приходится диагональную передачу отдавать на правый фланг. И там уже, в свою очередь, Зувырату Муса. Кажется, это она. Нет, 14 номер у нас Джульетта Нана была в качестве следующего игрока, который, возможно, мог оказаться с мячом. Ну и атака Немана смотрится беззубо. Во-первых, потому что когда есть возможность провести контратаку, небольшими силами атакуют гродненские футболистки и очень массированно играют в обороне игроки Динамо ГУФК. 53-я минута матча, 0-4. В втором тайме пока у нас не было забито мячей. Ну и уже тут, конечно, рассуждают нас в прямом эфире на YouTube про ставки. И Дмитрий пишет, что женский футбол, конечно, очень нудно и скучно смотреть. Да, Андрей, вижу я комментарии в чате.
Если что, можете писать. Согласен, что порой женский футбол смотреть скучновато, но при этом, конечно же, мы сейчас имеем дело с командой одной из, которая занимает первое место и при этом не проигрывает уже второй год подряд. А вторая команда, естественно, классом ниже. И когда смотришь за таким вот матчем, то, естественно, смотреть его не очень интересно. Понятно, что Динамо ГУФК, возможно, могли бы играть еще быстрее, сильнее, но в этом нет по-хорошему никакого смысла. Тратить силы куда больше, чем они тратят сейчас. Когда можно играть на 50% своих возможностей и добиваться результатов, почему бы и нет. Хотя в какой-то степени это не соответствует основным фундаментальным правилам футбола, ведь нужно играть всегда в полную мощь. Ромалепе, ее попытка пробить не увенчалась успехом. Но когда мы смотрим матч даже женского футбола, где команды сопоставимы по уровню, вот тогда, конечно, уже совершенно по-другому можно взглянуть на женский футбол. Ну и, конечно же, стоит отметить, что не так у нас опытен женский футбол, всего лишь 20 лет женского футбола в Беларуси. Да вообще в целом в мире женский футбол только набирает обороты, в него вкладывается огромное количество денег. И я так думаю, что это в какой-то степени только исток и начинание белорусского женского футбола, как и спорта в целом. И я так думаю, что с каждым годом за ним наблюдать будет еще интереснее. С каждым годом все будет интереснее и интереснее. Линик пыталась пробить в одно касание в этом матче. Ей пока не удалось отличиться. А в чемпионате у нее 12 мячей. Замена сразу же двойная. Вместо Валюк у нас на поле появится 10-й номер Дарья Стешко. Это центр-форвард, которая неплохо смотрится на острие атаки. А также у нас вместо Виктории Казакевич появляется... Честно говоря, не успела я посмотреть, кто. Чуть позже вам скажу вторую замену. Дудко неплохо разбирается, но немного перехвалил я ее и затем уже ошибается на Сисе. Филипенко разворачивает через Новикову. И дальше мы смотрим, как Динамо владеет мячом и просто изматывает таким образом команду Немана. А у нас всего лишь 56-я минута матча. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Динамо может прибавить, если они этого захотят. Стешко включается в работу. Пытается мяч забрать. Здесь, кажется, Вулания чисто сыграла против Дудко. А затем Ромалепе, которая, я уже не в первый раз замечаю, Ромалепе первый тайм играет левой защитницей, а потом во втором тайме уже смещается в середину и играет постоянно в центре поля. Ну, если говорить о Калет, то она как раз занимает позицию Ромалепе. Не знаю, это установка Малеевой или просто футболисткам так удобнее и приятнее играть. Вау, это дает пас. Защитница под 7-м номером у нас Татьяна Барашевич. Барташевич, извиняюсь. Андрей спрашивает, есть ли мировые звезды в футболе. Ну вот в белорусском футболе, конечно же, звезд нет. Ну а так, конечно же, есть действительно женщины, которые выделяются вообще в мире. Как, например, Марта, бразильянка, которая всю свою жизнь играла, я знаю, в детстве еще с мужчинами. Но потом долгие годы являлась лучшей нападающей, да и футболисткой мира. Ну, мне очень сложно, конечно, на эту тему рассуждать. Я-то сам всего лишь третий матч комментирую. Мне даже тоже сложно, потому что у меня нет какого-то бэкграунда. И в большей степени
Мне, конечно же, известен мужской футбол. Но, Андрей, вам скажу, что чем больше будете смотреть женский футбол, тем будет, мне кажется, интереснее наблюдать за женщинами. Но тем более, действительно, есть неплохие матчи. Уходит мяч за лицевую линию. Свободный удар. Екатерина Ковальчук будет выбивать мяч. Будет подавать у нас Калет. Кстати, возможно, если это французская фамилия, то правильно называть ее Кале. Потому что, как правило, во французских фамилиях концовка из согласных не читается. Особенно, если они задвоенные. Неплохой прием от Ромалепи. Посмотрите, как технически оснащена футболистка. Ну и даже вот на таких вот маленьких эпизодах можно понять, что действительно есть очень неплохие игроки. Шлопакова получает мяч на правой бровке. Отлично пробрасывает себе мяч. И осталось только подать, либо прострелить. Простреливает Стешко. Не удается нанести удар по воротам. Дальше Ромалепи. И Неман с горем пополам отбился. Получает по ноге у нас Клаудия Вулани. Желтая карточка отправляется 14-му номеру Джульет Нана. Ну и, кстати, вот по поводу звезд, я думаю, что это я, Андрей, к вам обращаюсь. Меган Рапино, одна из самых узнаваемых женщин мира. Она, правда, кажется, с футболом уже закончила. Американка, которая борется за права не только женщин, но еще и ЛГБТ, меньшинства, сообщества. И известна она, конечно же, в первую очередь по противостоянию, голословному противостоянию против бывшего президента Америки Трампа. Очень серьезная женщина. Думаю, станет хорошим политиком. Снова отбивается Неман. И вот такая вот неубедительная передача. Таких передач на самом деле было очень-очень много. В первом тайме особенно. Сисе отдает передачу на Пилипенко. И та уже разворачивает через Новикову. 115 человек смотрит нас в онлайне. Ну и вот да, тоже Goals and Highlights говорит по поводу того, что очень много звезд в США, даже целая команда. Да, на самом деле, ну не только США, там есть еще другие. Германия очень неплохая сборная, Голландия, ну, Нидерланды. Просто за футболом, конечно же, нужно следить. Тут так много событий спортивных в мужском футболе, который намного популярнее. Поэтому уцепиться за все события очень сложно. Угловой подает у нас Кале. Подача. Закручивала она в ворота. Но Екатерина Ковальчук на месте, как обычно говорят комментаторы. 62-я минута. Играть еще 30 минут целых, плюс добавленное время. И мне кажется, что вот судя по интершуму у нас ветер появился на стадионе. Пилипенко подключает Ромалепи, но на скорости выбивает мяч у нее из-под ноги. Джульетта, красивое имя, да, Вунана? Или Унаны? Стешко, очень крупная нападающая. Подача. Получает мяч Лопакова и удар Линик. Она оказалась на ударной позиции. Но удар пришелся по душе Екатерине Ковальчук. Прям по центру, в руки. Ну не сильно. Линик хочет забить, но пока у нее не получается нанести качественный удар по воротам. Пас на Вуланию. Дальше Новикова.
Почему по ТВ никогда не показывают женский футбол? Вот это вопрос, конечно, уже к телевизионщикам. Я думаю, что это связано с тем, что и мужской белорусский футбол не смотрит. Конечно, если рассуждать про женский, то там все намного сложнее. При этом надо отметить, что еще 5 лет назад по белорусскому телевидению не показывали большинство матчей высшей лиги. Теперь у нас уже в этом сезоне и первую лигу чемпионата Беларуси показывают. Так что расширяется. Расширяются у нас и показы телевизионные. И, кстати, да, если не ошибаюсь, в этом году по Ясное ТВ, по белорусскому телевидению показывали суперкубок чемпионата среди женщин. Так что не все так плохо. Ну, Денис пишет, что в США много звезд, но уровень игры примерно такой же. Но не согласен. Нет, там, конечно, и скорости другие, техническое оснащение совершенно другое. Стежко получает мяч, и со своей массой она просто расталкивает защитниц. Ромалепия направо. Пас получает Шлопакова. Шлопакова пас назад. Новикова. Вулания. Уже просто бросили вещи, скажем так. На чужой половине у нас футболистки Динамо ГУФК. Отличный проход Кале и угловой. Хотя нет, все-таки от нее уходит мяч. Екатерина Ковальчук не торопится за ним. Все дело в том, что Неману не с руки пропустить еще больше мячей, поэтому максимально будет оттягивать время. Футболистки. 18 номер появится у нас на газоне у Динамо ГУФК. 18 номер у нас у Виты Николаенко. А меняет она не кого-нибудь, а капитана команды Анастасию Новикову. А сейчас уже чуть позже узнаем, кому капитанскую повязку отдала Новикова. Возможно, это Пилипенко, либо кто-то еще. Нет, это не Пилипенко. Это Линик. Именно она оказалась с капитанской повязкой. Мунтяну уже совсем соскучилась по мячу. Наконец-то он эмигрировал в район молдавской голкиперши. Не знаю, конечно, можно так сказать или нет. Вообще уже говорил в эфирах, что слишком уж сексистский словарь у нас касаемо женского футбола. Например, нет же названия игрок женского рода. Приходится называть женщин игроками. Хотя сейчас модно называть докторов докторками. Ну, опять же, женского пола. Учителей учительками. Поэтому, да, мир меняется. В общем-то, Рапина за это как раз и борется. 67-я минута матча, 0-4. Счет во втором тайме никак не меняется. Уже 21 минуту провели футболистки на поле. При этом даже как таковых опасных моментов не было, за исключением того, что Линик с середины штрафной наносила удар, но он пришелся в Екатерину Ковальчук. Борьба на Пилипчук, на Ромалепе. Как я сказал, Ромалепе второй тайм проводит в середине поля. И вот Белорусская федерация футбола помогает и говорит, что женская сборная Беларуси у нас 2 матча были показаны на Ясное ТВ. Ну да, и вот финал и суперкубок, финал кубка и суперкубок также транслировались в прямом эфире Ясное ТВ, поэтому 4-5 матчей в сезоне. При этом я думаю, что еще будут у нас поединки, которые будут транслироваться на ТВ. Так что все еще впереди. И опять же, только начало развития женского футбола в стране. Все может еще поменяться. Меняется у нас нападающая под 18 номером Полина Долматова.
вместо нее выходит 21 номер, насколько я понимаю. 21 номер у нас на спине Валерии Харитончик. Посмотрим, куда же выйдет у нас Харитончик. Возможно, она выйдет в нападение. А, вот, да, Андрей подсказывает, игру не можно называть. В целом можно как-то умудриться и схитриться назвать игрока игруней, но звучит это, конечно, во-первых, непривычно, не очень красиво. Но когда комментируешь женский футбол, постоянно с этим сталкиваешься. При помощи медицинского персонала уходит у нас с поля Джульетта Нана. У нас произошло на 69-й минуте матча. Возможно, сейчас мы увидим замену в рядах Немана. Сразу же после того, как состоялась совсем недавно замена нападающей в центр поля. Пас. Екатерина Дудко была в роли адресата, но жаль, так и не получилось у нее заполучить мяч и пробить. Екатерина Дудко, конечно же, выделяется. Главный тренер команды Немана на поле. Но чувствуется, что нет у нее поддержки и помощи от партнеров. И приходится, как этот единственный воин в поле, который не воин, сражаться против очень сильного соперника в лице Динам БГУФК. Борьба, сейчас не разобрались. И выход 1 на 1, возможно, мы увидим. Дудко дает передачу налево. Проходит передача на Шлопакову. Нет, не Шлопакову, это новоспеченная нападающая Харитончик. Валерия. Но жаль, не довела сейчас этот пас. Мяч Дудко до свежей нападающей. Направо. И назад. Вулане, Сисе. Видите, да, немного перестроились футболистские Динамо БГУФК. Теперь уже Ромалепи оказалась в роли опорницы полноценной. Сисе вместе с Вуланей составляет у нас такую вот пару центральных защитниц, очень высоких, габаритных. И в опорную зону у нас пошла игрок под 18 номером Вита Николаенко. Они в паре с Ромалепи сейчас контролируют центральную зону. А Линик уже с Пилипенко оказывается повыше и помогают Стишко впереди. Вынос мяча. Неман уже совсем бросил играть. И все, что у них получается, это выносить мяч за боковую. 17 номер у нас появится на газоне вместо семерочки. Дзана Кале уходит, и появляется у нас Кристина Тиховодова. Всем дает поиграть Юрий Малеев, почему бы и нет. Счет позволяет, игра позволяет. Динамо разбирается с очередным соперником, очень громким соперником. Команда, которая рискует в этом сезоне, в кавычках, занять 3-е место и заполучить бронзовые медали. Вулане, Сисе. Линик. Потеряла мяч. Здорово сыграла Дарья Татарин. 122 человека в чате нас смотрят. И так такого роста зрителей так и не произошло. Пас назад. Вита Николаенко его отдала. Легко разворачивается на Тиховодову игра. И очень рисковала сейчас Ромалепи, отдавая этот пас на Сисе. Благо, нападающая Харитончик не перехватил. Шлопакова. Пас назад. Сисе. Вуланя. Ромалепи. Неплохие взаимодействия Тиховодова.
Сохранила, кажется, мяч. Но нет, чуть позже Никита Кабак забирает мяч у Динамо ГУФК. Посмотрите, как смешно перемещается, двигается, бежит Тиховодов. Забыли мы совсем про Наталью Мунтяну. Это редкость, даже когда мяч в ногах у нее оказывается после паса. Не говоря уже про то, чтобы спасти свою команду полноценного, серьезного удара. Вулане, Сисе. Жаль мне, конечно, футболисток Немана. Не все у них, конечно, получается. Ну и да, вот Андрей пишет, чтобы я подсказал всем, кто смотрит, поставили лайки и посмотрим, сколько реально смотрит человек. Ну, я думаю, что действительно смотрит столько людей, обращают внимание, в первую очередь, на счет, потому что очень много людей со всего мира ставят на футбол через букмекерские конторы, и именно поэтому приходится им наблюдать за ходом матча. И так уже даже сегодня в чате мелькали коэффициенты на победу. Естественно, в первую очередь речь идет у нас про тотал, потому что если говорить про Динамо ГУФК, то голов, как правило, в игре очень много. Но я думаю, что немало людей поставило на тотал, больше 5,5, и пока Динамо ГУФК в спячке немного подставляет ставящих людей. Ну и вот, Яхс пишет, что 6,5 горит. Это получается, что еще 3 мяча должно у нас быть забито в игре. Поэтому слишком рискует, конечно же, Яс. Диагональный пас на Стешко. Опять же, здесь, конечно, речь идет про то, что очень много замен выпускает Юрий Малеев. И когда замены выходят, и качество игры, естественно, у нас меняется. Тиховодов мяч получает. Хотя свободных зон хватает. С другой стороны, Неман тоже очень прилично устал. И они даже не пытаются бежать вперед, поэтому и свободных зон нет. Некуда бежать футболисткам Динамо ГУФК. А за счет позиционной атаки, конечно же, сложно вскрыть свободные зоны найти оборону. И я так думаю, что сегодня будет очень-очень тяжело забить много голов. С другой стороны, всякое бывает в футболе, особенно женском. И ни с того ни с сего команда может рассыпаться. Если взять, допустим, первый тайм, то 2 гола было забито на последних минутах первого тайма. Я думаю, что то же самое можно ждать вот второе там. 77-я минута матча, 0-4. Ну вот уже 20 лайков, да, у нас. Один человек поставил лайк под мои слова. Ромалепе. Центр дает передачу. Назад пас. Диагонально Стешко. Стешко не очень позитивно выходит на замену. Валюк была предпочтительнее, на мой взгляд. Это касалось вообще всех критериев. И касаемо того, что нужно зацепиться за мяч, пробить поворотом. Взять игру на себя. Стешко вот как раз сейчас занялась непосредственно этими вещами, но правда упустила предмет нашей игры за лицевую. И Екатерина Ковальчук уже привычно выбивает мяч. Хотя периодически она просит кого-нибудь ей помочь. Не очень хорошо у нее получается выбить на чужую половину. Снова не так далеко у нее получилось это сделать. Но был фол, было нарушение. Неман. Ждем гол от нее. От них. Может быть, получится. Сисе. Линик, Тиховодова, Стешко. Эффектно смотрится эта игра в пас. Стешко, Линик. Много пасов друг другу отдают. Линик, передача на Шлопакова. И так, к сожалению, мяч теряет. Ну, 9-10 передач отдали друг дружке. Дудко. Отлично. Харитончик. Правый фланг есть. Есть адресат, кому отдать. Но Сисе на своих длиннющих ногах догоняет нападающую. И
оттесняет ее корпусом и при этом разгоняя атаку Динамо ГФК. Вот только за счет таких вот эпизодов можно растянуть оборону. Снова перехват. Джульетта в центр. Это не Джульетта. Это Зуварату Муса. Линик, Стешко. Некуда отдавать передачи. Да, в полуфланге открываются полузащитницы крайние, но попробуй еще довести такую сложную передачу. Слишком большое скопление защитниц. В качестве сопротивления. «132 человека в эфире. 79-я минута матча. Ждем голы. Как-то уже соскучились по голам. Так высоко была планка поднята команды в бело-голубой форме, что затем пришлось мне заскучать. Вместе с вами, естественно. Ну и те люди, которые поставили на 6,5, тем более скучают. Сисе. Направо пас. Пилипенко. Уже игрок национальной сборной. Лучший игрок чемпионата прошлого сезона. Тиховодова разворачивается. Пас назад. Вулане. Такой пас ради паса. Контроль ради контроля. Без продвижения. И даже пришлось отдать передачу на Мунтиану. Может быть, она попросила. Думаю, что после таких матчей вратарю даже не придется мыться в душе. Если и пропотела голкиперу, то точно не из-за того, что она играла в футбол, а из-за того, что жарковато сегодня в Гродно. Вот Андрей пишет, что обидно, что стримы в доте контре танком смотрят тысячи, а в женский футбол так мало. Но это опять же говорит о том, что популярны сейчас, во-первых, стримы по доте, по танкам, по Counter-Strike, естественно. Плюс не забывайте, что очень много молодых ребят, детей в какой-то степени могут себе позволить, во-первых, играть, наблюдая за тем, как играют. Ну а женский футбол здесь, конечно, другое. Здесь нужно быть действительно таким настоящим гиком. Плюс ко всему, давайте не будем забывать про женскую аудиторию, да, очень много девушек смотрят за своими подругами, сестрами, может даже матерями. Даже не может быть, а точно. И Лопатинара, Лопатин. Лайк 1, а смотрим 5. Ну неужели у нас не 137? Слегка прикручивают количество смотрящих. Не знаю. По крайней мере, после того, как первый тайм закончился, было 120 человек в эфире, а сразу же после свистка стало 95. Видимо, те люди, которые смотрели, сразу же вышли из эфира. Не знаю, мне тяжело рассуждать. 82-я минута матча, 0-4. И опять же ждем, когда включатся футболистки. Зацепилась Стешко за мяч. Пропуск, наверное, потому что чувствовала Шлопакова, что, кажется, она в офсайде, а затем Стешко нарушает правила на Дарье Татарин. Подустали, конечно же, девчонки. Ждут они окончания. Это касается не только футболисток Немана. Я думаю, что и Динамо ГФК хочет поскорее, чтобы матч закончился. Не всегда просто дается игра на жаре. Вынос мяча. Это постаралась Татьяна Барташевич. Дмитрий спрашивает, где фанаты, почему нет трибун. Есть трибуна, она у нас как раз с задней стороны, мы поэтому ее не видим. Но периодически, когда режиссер, оператор немного зум уменьшает, тогда заметны люди на трибунах. Действительно, они сегодня есть, я сам их видел. Могу смело вам об этом заявить. Теряет мяч у нас Нана. Ну и нарушение правил. Я пишет, что невозможно за 8 минут 3 гола. Вот как раз в женском футболе могу точно сказать, что это возможно.
Но здесь, конечно, все зависит от футболисток Динамо. Захотят ли они просто бежать вперед, тратить силы. Итак, 4-0. Я думаю, счет их полностью устраивает, и Юрий Малеев не будет против. Но, с другой стороны, я сам бывший футболист, и я работал с разными тренерами. У меня были в моей карьерной копилке тренеры, которые говорили, что мы не должны останавливаться, забивать как можно больше. Но это, конечно, касается не всех тренеров. И, возможно, есть такие специалисты, которым и 1-0 за радость. Мунтиану. Но если бы я был тренером Динамо ГУФК, и у меня была такая вот команда с таким подбором футболисток, то я, конечно, был бы крайне недоволен тем, что за весь второй тайм не было ни одного гола. Я считаю, что Динамо не может себе позволить так себя вести. Ну и плюс ко всему сам я был тоже в структуре Динамо, и у них идеология такая, что ты должен просто уничтожать соперника, каким бы он ни был. Думаю, что женщин это тоже касается. С мячом у нас будет Зуверату Муса, крайняя защитница футбольного клуба Нема. 85-я минута матча. 5 минут у нас остается до конца. Плюс, я думаю, добавится Никита Кабак немного. В общем и целом, наверное, будем рассчитывать на минут максимум 8. Я думаю, что минуты 2 максимум добавит главный судья. Не будем гадать, посмотрим. Вулания, Сисе. Заброс. Даже Стишко, нападающая, от которой требуются голы, на мой взгляд, должна выходить и пытаться забить 1-2 мяча для того, чтобы составить конкуренцию. Ведь футбол это не только за победу, это еще и конкуренция внутри команды. И надо доказывать на каждой тренировке, на каждой игре, что ты сильнее, чем партнер по команде. Ну и да, сохранять баланс хороших отношений и еще пытаться выиграть конкуренцию. Нарушение правил против Линик будет у нас опаснейший штрафной. Вот на такие вот вещи нужно рассчитывать точно. Людям, которые поставили на исход поединка Линик. В первую очередь она подходит к мячу, затем Шлопакова недалеко и Ромалепи. Ромалепи сегодня красивый гол забила в девятку. Но, по-моему, она даже не пытается претендовать на попытку пробить. Мне кажется, что позиция просто идеальна для того, чтобы забить. Не слишком близко, в районе 20 метров до ворот. И, конечно же, нужно пытаться перебросить стенку. Не нужен сильный удар, главное точность. Снова розыгрыш, удар Шлопаковой. Ну, крайне неудачно у нее получается этот выстрел. Не знаю, зачем разыгрывать. Можно же прямым ударом отправить мяч в ворота. Екатерина Ковальчук. Не такая рослая вратарь. Вот опять же слово вратарь, да? Если брать женский вариант, то здесь получается вратарка, голкиперка, только так. Ну и снова просят плюсики тех, кто смотрит, чтобы поставили в чате. Ну, кстати, да, это лучший вариант, нежели лайк. Тиховодова теряет щиток, как мне показалось. Либо это игрок Немана потеряла. А щиток, наверное, все-таки это Татьяна Логинова, 55-й номер. Пас налево. Ромалепи вернулась на левую бровку. Булания. Сисе. Отличный пас. На Шлопакову. Линик. Тиховодова. Видимо, они просто поменялись сейчас местами с Ромалепи. Пас на Ромалепи. Удар не получается. Снимает с ноги, да еще и офсайд был. Ну, смотрите, уже 5 плюсиков есть в чате. Разбежались. И вот как раз кто-то же говорил, что нас 5 человек смотрят.
88-я минута матча. Мне, кстати, нравится такой формат, когда можно общаться с людьми, которые смотрят поединок, со зрителями. Давать какую-то обратную связь, отвечать на вопросы. На мой взгляд, такого не хватает и в работе на телевидении. Это очень полезная тема в плане того, что ты можешь понять запрос зрителя. Можешь понять, что ему нравится в работе комментатора или не нравится. Ну, опять же, подметить какие-то определенные моменты, которые ты просто не замечаешь, глядя в футбол. Ромалепе. Ромалепе. И заброс. Нет, может быть, это был удар, но Катерина Ковальчук снова тащит. Вулане. Либо Клауди. Не знаю, как ее называть. Что есть имя, что есть фамилия. Сисе. Остаются считанные минуты до конца. И, видимо, сегодня тотал 6,5 точно не будет пробит. Рука, кстати, возможно, была, но Никита Кабак разводит руки в сторону, указывая на то, что не было рук. Ну и, кстати, зная некоторых ребят из судейского корпуса, вот даже за любой такой вот эпизод, когда пенальти либо поставлен, либо не поставлен, судьям может быть показана плохая оценка от, например, инспектора, коим в данном случае является Александр Пилатов. И даже вот за один момент судья может получить негативную оценку и уже следующий матч пропускать. Да, такое бывало и нередко. Как, например, сегодня матч несложный для судьи. Давайте посмотрим за этим моментом. В центр пас, но потеря состоялась. Потеряла мяч у нас Наталья Кача. И да, вот этот вот момент с пенальти, когда он был не поставлен, если вдруг инспектор увидит, что пенальти был, то Никита Кабак рискует получить плохой балл. Наталья Мутяну отдает пас на Сисе. И да, вот Андрей пишет, что сейчас Уткин в таком формате ведет стримы, и это неспроста, я прекрасно его понимаю. Это очень классная вещь, потому что ты общаешься напрямую с людьми, они чувствуют свою увлеченность в игру, не только в игру, но и вообще весь процесс. И, на мой взгляд, просто интересно слушать от людей их мнение. Да, я смотрю матч через монитор, через студию, но до этого в начале сезона мы, как комментаторы, ездили на стадион и уже комментировали с места событий. Мне нравится больше комментировать с места событий, потому что, во-первых, можно пообщаться с футболистами, с футболистками, с тренерами, узнать состав точный, полноценный по позициям. А так приходится вслепую где-то расставлять игроков. Плюс вообще атмосфера как на стадионе намного, конечно, приятнее, чем глядя через телевизор. Но опять же, есть люди, которые просто ленятся пойти на стадион, и им приятнее с кондиционером дома в жару посмотреть футбол. Через телефон, гаджет или через телек. Подача, Стешко попадает в офсайд, очень-очень жаль, конечно же. 1,5 минуты уже сыграли дополнительно. И совсем скоро мы услышим финальный сигнал об окончании матча. В любом случае, спасибо тем, кто смотрел наш матч, тем, кто писал, тем, кому было интересно смотреть и слышать меня в эфире. Так что смотрите женский футбол и смотрите его почаще. Больше чем уверен, совсем скоро, еще лет 5, и он будет куда интереснее. На Тиховодова. Пас на линии, подача. Ну и давайте, конечно же, похвалим Неман. Стешко получает по ногам, но Никита Кабак снова молчит. Возможно, у Никиты Кабака просто тотал 3,5. Это шутка, конечно. Ну да, Стешко мяч отскочил, но она просто не успела пробить поворотом. Мяч уходит на угловой как раз от защитников хозяев. Вулания.
Сисе. И, кстати, давайте не будем забывать про то, что наш матч в YouTube может смотреть очень много людей из-за границы, которые даже русского языка не знают. Сегодня у нас нет англоговорящих людей, которые пишут в чате на английском языке, а так их на самом деле хватает. Ну и вот Юла пишет, что Динамо знаю всех, и на 26 улыбается. Ну что ж, спасибо всем, кто смотрел наш матч. Это был поединок 13-го тура. Неман принимал Динамо ГУФК. Они проиграли со счетом 0-4 на стадионе Дюшор Неман. С вами был комментатор АБФ Горнак Михаил. И обязательно с вами встретимся не только на женском футболе, но и на других матчах чемпионата Беларуси. И всем пока. Главное завтра, правда?